Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для скорпионов. Будем делать прогноз на колоде Таро, метафорической и цыганской. Сначала основные события по Таро посмотрим. Так, четверка мечей. Основная карта. Отношения дама жезлов. Работа. Звезды. Финансы. Девятка жезлов. Дополним цыганской колодой 3 карты на отношения. Три карты на работу. И 2 карты на финансы. Итак, основная карта семерка мечей. Карта говорит о том, что будет много ситуаций на этой неделе, неожиданных раз. Во-вторых, это будет связано с партнером, либо с общением с другими людьми. Кроме того, потребуется от нас проявить себя как-то очень, может быть, не похоже на то, как это делают другие люди. Семерка мечей – карта, связанная с какими-то загадками, когда мы можем сами что-то скрывать, когда от нас могут что-то скрывать. Эта карта связана с партнерством, когда мы не все говорим своему партнеру о себе. Да? Это всегда как бы проблемно. То есть теряется взаимопонимание. И может быть этот поступок и оправданный, да, но в любом случае это для партнерства плохо, тяжело. Кроме того, у нас семерка мечей говорит о том, что мы можем просто избегать конфликтов на этой неделе, да, со своим партнером, с другими людьми, с которыми мы работаем, с которыми мы общаемся. И также карта говорит о том, что мы находим на этой неделе какие-то новые идеи для самореализации. Может быть, кто-то даже попытается у нас их умыкнуть, да, то есть вот здесь как бы тема воровства тоже может прослеживаться, поэтому, смотрите, здесь все-таки мечи. Мечи – это закон жизни, да, это закон, по которому живет общество, да, то есть в обход закона здесь что-то может происходить, и смотрите, если как бы у вас будет такой соблазн, да, то не допускайте все-таки этого, потому что, скорее всего, здесь будут проблемы. Если же другие люди вот так могут с вами поступать, да, то будьте осторожны, не допускайте того, чтобы вами и вашей информацией, и вот всем, что вам принадлежит, кто-то воспользовался. То есть будьте как бы таким человеком, который все видит, все слышит, за всем следит. Далее, отношения. Здесь у нас дама жезлов выпадает. Карта говорит о том, что придется, скорее всего, настаивать на своем в отношениях. И может быть это оправдано и нужно, а может быть это лишнее. Да? То есть это может быть, допустим, какие-то личные амбиции, там, ревность и все такое прочее. Да? То есть здесь вот нужно думать, если действительно нужно за себя постоять, это стоит сделать. Если это просто наше эго, то тогда нужно осторожнее быть в общении с партнером. Для тех, у кого нет пары, еще выпадает валет бубновый. Карта говорит о том, что вы можете отказаться от общения с каким-то человеком, который будет очень настойчив, который будет как-то слишком ярко проявлять свою заинтересованность в вас, и вы захотите как будто бы уйти от этого человека, исчезнуть, отсоединиться и так далее. То есть такое ощущение, что вы не хотите общаться с подобными людьми, да, вас это как-то напрягает. Кроме того, здесь, может быть, вы, наоборот, будете добиваться какого-то человека вот излишне, как сказать, излишне эмоционально, да, излишне настойчиво. То есть вот здесь вот как бы может быть такой двойной выбор. Ну и если говорить о том, что
надо ли это делать или нет, вот карта говорит о том, что нужно довериться своей интуиции. Вы прям почувствуете, если это не ваш человек, значит правильно, лучше убрать его из своей жизни. Если вы чувствуете, что это все-таки человек, ну как бы неплохой, может быть, просто у вас как бы первое впечатление такое. Все-таки интуиция здесь будет основной такой. Чувствуете тепло в сердце при общении, значит хорошо, нет, значит лучше не надо. Для тех, у кого пара, король бубновый выпадает в дополнение, здесь вот могут решаться вопросы какие-то связанные с деньгами, вопросы связанные с поездками, может даже переездом, может быть у вас, у кого-то из скорпионов такой будет вопрос. Ну и, конечно же, разного рода вопросы деятельности, да, когда у нас купля-продажа здесь, может быть и недвижимость тут будет кто-то продавать, покупать. Здесь купля-продажа как коммерция, тоже очень удачный период, и скорее всего оба партнера будут в этом как-то участвовать, либо заинтересованы. Но в любом случае как-то вас здесь больше заботят вопросы зарабатывания денег, образования и каких-то денежных дел. Для тех, кто в ссоре, пятерка пиковая в дополнение говорит о том, что у вас может быть такое состояние внутреннего кризиса, когда вы считаете себя правым, а партнера неправым. То есть, скорее всего, вы прям будете упорно на этом стоять, и лучше на этой неделе тогда даже и не общаться, потому что, ну, поссоритесь 100%, то есть будет больше проблем, и как бы разрушите вообще окончательно все, да, лучше остыть, отдохнуть, подумать не только над ответственностью другого партнера, но и над своей, да, то есть, может быть, вы тоже что-то где-то, ну, где-то были неправы, да, может быть, где-то нарушали границы вашего партнера, то есть нужно остыть. Для работы выпадает замечательная карта «Звезда», старший аркан, и, конечно же, здесь могут какие-то приходить выигрыши, могут приходить какие-то исполнение заветных ваших желаний. Не просто какой-то маленький проект, да, но вы как-то можете продвинуться именно к своим высоким целям, к своей мечте. Также карта говорит о том, что вы можете постараться на этой неделе вот как-то профессионализма себе добавить. Может быть, постараетесь быть человеком, к которому вот хотят все обращаться. Это, кстати, карта может говорить о повышении тоже. Для тех, кто ищет работу, очень удачный период. Вот эти две карты, они вообще говорят о том, что и судьба помогает, и люди окружающие, и, кстати, вот начальству вы можете очень нравиться, да, здесь вот действительно все тут за вас говорит. Работа просто может вам на блюдечке быть преподнесена такая, какую вы хотели, о какой мечтали. Для тех, кто работает, девятка пиковая, говорит о том, что все стабильно, и как бы еще и намечается улучшение, повышение. Возможно, здесь будет удача для тех, кто работает с астрологией, с психологией. В общем, для тех людей, кто занимается эзотерикой, тоже очень хорошее время. И, кроме того, карта говорит о том, что, может быть, в каких-то случаях вот на работе вам придется отстаивать себя, свои интересы. Вот именно свои желания, свои, ну, как бы свой способ работы, свой способ выражения, вот, скорее всего, нужно будет это делать. Но карта говорит о том, что это на благо вам. То есть, если вдруг у вас будет сомнение, там, отстаивать себя или нет, карта говорит надо. Для тех, у кого свое дело, выпадает туз червовый, карта говорит о том, что нужно на этой неделе прям стараться достигать вот этих своих целей, которые вы, может быть, долгое время откладывали. Либо то, о чем вы долгое время мечтали, вот может на этой неделе приходить, и нужно быстро действовать. Вот как бы здесь самое главное именно скорость, быстрота.
И, конечно же, вы можете найти либо дело какое-то, которое, знаете, вам идеально подходит, вот как способ самовыражения, который, кстати, и денег тоже принесет, сделает вас заметными, знаменитыми. Также можете найти и партнера, который вам идеально подходит. То есть, ну, какие-то тут важные дела происходят на этой неделе. И карта говорит о том, что никаких сомнений, нужно действовать быстро. Скорее всего, будет много каких-то неожиданностей, да, то есть судьба будет сама давать какие-то шансы, возможности, людей привлекать нужных, и нужно реагировать, нужно сразу анализировать обязательно нужно. То есть иногда будет желание поддаться как бы чувствам, да, эмоциям, но нужно все разумно обязательно взвешивать, прежде чем какие-то решения принимать. Но при этом нужно действовать быстро. Для финансов девятка жезлов выпадает. Карта говорит о том, что деньги, скорее всего, скоро придут. Тем более жезлы – это у нас расширение, да, улучшение возможностей. Но и опять же, по этой карте очень часто нужно выбирать что-то одно. Может быть, вы слишком много хотите, и за все сразу хватаетесь, и поэтому, может быть, теряете что-то. Вообще, девятка жезлов, карта... Так, девятка жезлов. Это у нас Луна в Стрельце астрологически. А Луна – это всегда, может быть, нет четкого видения ситуации, да? И получается, что мы вроде бы хотим действовать, но точно не знаем, что именно выбрать. Вот опять же про выбор одного варианта важного. Может быть, даже на этой неделе вы еще не примете это решение, но все-таки подумайте о том, что нужно, конечно же, какой-то выбор вам сделать. Вот именно в отношении финансов. Может быть, действительно надо выделить какой-то один канал финансов, да, ну, может быть, максимум 2, для того, чтобы вот лучше было, для того, чтобы вы справлялись лучше. Может быть, будет больше возможностей у вас заработать тогда, больше времени, больше сил. Для тех, кто работает, зарплата, да, у кого семерка червовая, карта говорит о том, что в рост идут у вас денежки. Но, может быть, все-таки не на этой неделе еще будет повышение, улучшение, но в ближайшее время это точно. Для тех, у кого свое дело, восьмерка трифовая, говорит о том, что пока что вы еще не получаете вот тех денег, на которые вы рассчитывали и которые, в принципе, заслуживаете. Возможно, потому что еще нужно доучиться или нужно еще какие-то усилия приложить, выбор какой-то делать. Может быть, клиентов нужно выбирать правильно, да, может быть, вы всех подряд берете, допустим, да, а нужно, может быть, выборочно. И вы таким образом как бы сэкономите время для более прибыльных каких-то проектов. Кроме того, карта говорит о том, что, может быть, в будущем очень много финансов придет. Но еще пока не на этой неделе, наверное, в ближайшее время. Вот. Кроме того, карта говорит о том, чтобы получать достаточно финансовой прибыли, нужно быть очень обходительными со своими клиентами. То есть даже если вы знаете, что нужно сказать что-то, ну, как бы неприятное, да, то есть вы обязаны это сделать, нужно как можно мягче это подавать. Вот, то есть как бы щадить чувства, скажем так. Посмотрим, что ждет скорпионов, вернее, какой совет дают скорпионам метафорические карты. Так, и смотрите, вот здесь карта человека, который падает в яму и протягивает руку. И смотрите, вот на этой карте, ну, как бы понятно, что нужно на этой неделе кому-то помочь. Скорее всего, будет просьба о помощи. Скорее всего, будут такие люди рядом. И вот карта говорит о том, что если вы это сделаете, поможете, то вам это обязательно вернется чем-то хорошим. Потому что здесь вот как бы тени такие, и на тенях такие как образы, знаете, как
на иконах, да, то есть это для вас как бы будет улучшением судьбы, то есть прививкой от того, чтобы вы сами не оказались в подобной ситуации. А вот с другой стороны, если же у вас у самих будет какая-то сложная ситуация, карта говорит о том, что нужно просить помощи обязательно. Даже если не хочется, даже если вы думаете, что лучше сам, да, самостоятельно выберусь, все-таки вот именно помощи нужно просить, потому что вы таким образом помогаете другим людям изменить их судьбу. То есть они помогают, это улучшает их судьбу. То есть, а когда мы в такой гордыне, когда мы решаем, что мы сами только со всем справимся, да, это как бы не дает другим людям участвовать в нашей судьбе и как-то улучшать свою жизнь. Вот такие советы для скорпионов. Друзья, желаю, чтобы неделя прошла самым лучшим образом. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.